Жители Коми все чаще используют силу социальных сетей для решения насущных вопросов. Сегодня технологии позволяют не только общаться на расстоянии, получать новую информацию, но и оперативно сигнализировать о проблемах на местах. О том, что пишут в тематических пабликах и как быстро сигналы доходят до адресатов, расскажет Ксения Лосева. Коробки из-под пиццы, разбросанные по асфальту остатки еды и горы мусорных пакетов. Такой не слишком приятный пейзаж из окна жителей домов по улице Тентюковской наблюдали несколько дней. Затем решили мириться с тем, что отходы потихоньку захватывают местный двор, а они не намерены, и поделились печальными фотографиями в одной из групп социальной сети ВКонтакте. У россиян, говорят, менталитет такой, что раздельно мусор собирать их никак не заставить. Тентюковская, 123, Сыктывкар, столица республики Коми, если что. Угадайте, сколько дней мусор не вывозили? Эти контейнеры всегда стоят полные. Почему не вывозят? Да дело даже не только в мусоре. Вы на баки посмотрите. И вообще на все вокруг. Как итог, больше сотни лайков, десятки поддерживающих комментариев и сопереживающие напастям жителей подписчики. На просьбу, даже можно сказать, крик о помощи, в том числе отреагировал и Центр управления регионом. Вывоз ТКО с площадки был осуществлен мусоровозом КАМАЗ. Сейчас на контейнерной площадке около дома 123 по улице Тентюковской чисто. Но, к сожалению, мусорный вопрос – проблема не только этого двора. Бороться с ней можно и даже нужно, например, сигнализируя о возникающих проблемах в социальных сетях. Порой такое неравнодушие самих жителей работает даже лучше, чем обещания управляющих компаний. Не стали дожидаться, что все образуется само собой, и жители дома номер 30 по улице Дорожная в местечке Лесозавод. Здесь также решили бороться с мусором с помощью силы соцсетей. Здравствуйте, это опять Дорожная 30 вас беспокоит. Баки поставили, но их никто не вывозит. Пожалуйста, посодействуйте в нашей проблеме с мусором. По данным ЦУРа, мусор с площадки вывезли днем 9 июня. Дополнительно в адрес регионального оператора «Севера» довели информацию о необходимости своевременного вывоза ТКО с проблемного адреса в соответствии с нормами Санпин. Здесь, на улице Дорожной, баки установили совсем недавно, но вот вывозить их почему-то регулярно забывали. После обращения местных жителей ситуация, как мы видим, изменилась в лучшую сторону. Хочется верить, что однажды все это будет работать, как и полагается, без напоминаний и обращений в соцсетях. Пока же остается рассчитывать только на силу всемогущего интернета и небезразличие самих жителей. Они, к слову, в последнее время активно включаются в улучшение жизни вокруг. Сами разрабатывают проекты благоустройства, проводят собрания и даже вкладывают личные средства. Ксения Лосева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.